Меня зовут Каркашина Кристина, и я являюсь председателем студсовета ИПСТ. Творчество, конкурсы и плохие оценки. На самом деле это очень веселая длинная процедура, потому что у нас есть ряд мероприятий, в которых участвуют первокурсники. Это «Ночной дозор», «Арбузник», это различные посвящения в студсовет, посвящения в студенты. Вот. Таким образом первокурсники проявляют себя, мы на них смотрим, присматриваемся. В декабре у них есть отчетное мероприятие, это мини-студвесна, примерно минут на 20, где они готовят полное шоу, красивое, с декорациями, с песнями, танцами, с темами и так далее. Вот. И мы смотрим, кто как готов работать. Исходя из этого концерта, они нам пишут, кто хочет. Они проявляют себя во всем, что мы делаем, грубо говоря, в студсовете. Вот. И так мы выбираем лучших из лучших. Мы в хорошем слове заноза в заднице. Потому что мы хотим участвовать везде, и мы хотим участвовать так, чтобы это было прям на высшем уровне. То есть, если мы берем студвесну УДГУ, то в любом случае это студвесна УДГУ, республиканская студвесна, затем российская студвесна. По такому принципу мы действуем уже много лет. Это очень веселая история, потому что я была на первом курсе, и вы знаете, у нас в группе написали пост. Типа, мы ищем танцоров, приходи, будет весело. Я такая танцую всю школу, значит, и пошла на этот кастинг. Мы приходим, нам показали связочки, пару движений, вот, мы их повторили. И, значит, выбирают 3 девочек, в том числе и меня. Мы подходим, и нам говорят, вы готовы ехать в Ярославль на конкурс? Мы такие, что? В Ярославль? Типа, в смысле? Мы как бы первый курс, мы только-только пришли, мы думали, что мы просто будем танцевать, а тут уже конкурс российский, такой масштабный, это очень прям... У нас глаза были по 5 рублей, мне кажется, вот такие. Изначально мы не знали, что это будет чирлидинг, мы думали, что это просто танцы. И мы, значит, приходим на ночную репетицию в школу, там в какую-то, не помню уже номер, вот. И нам тут показывают, что мы там поднимаем девочек на руки, типа, что? Они там летают под потолок, и мы их ловим, и мы такие, типа... Блин, куда мы попали? Но на самом деле для всех это был первый опыт. Вот. И самые первые выступления были самыми кайфовыми. Минувших дней «Святая память». Это мероприятие на 9 мая, которое организовываем мы совместно с ИЕН и ЕГЗ. Это мероприятие, приуроченное к Дню Победы. Мы организовывали мини-концерт такой напротив 3-го корпуса. Также мы там организовываем мини-турслет. То есть мы прям реально натягиваем этапы около 3-го корпуса между деревьями, и собираются команды с разных институтов, и вот они эти этапы проходят тоже, это как конкурс. Также там есть полевая кухня, ну и вот концерт для ветеранов, собственно. Я считаю, что студент может получить колоссальный опыт, возьму свой пример, потому что на первом курсе я была безбашенным перваком, то есть я хочу все везде, всегда быть. Вот. Благодаря этому я стала менеджером проекта «Первокурсник» на 2-м курсе. Это новые знакомства, новые открытия, новый опыт в плане организации мероприятий. Вот, например, мы с ребятами первые, кто пошли своей компашкой менеджеров на первопроходец. То есть мы пошли не своими институтами, а прямо своей компанией. Это было очень круто, это было очень атмосферно для нас. Вот. И затем, когда ты побыл в роли организатора, ты такой уже вроде понимаешь, что к чему, и потом, 3-й курс, и ты председатель студсовета. Это как бы такой ростик небольшой. Я написала сообщение о том, что, например, у нас будет собрание во столько-то, там-то, там-то. А где собрание? А во сколько оно будет? А когда? И ты такой, типа, ну я же все написала русским по белому. А есть перваки, которые скромняшки, которые такие, типа... Мы вроде хотим, но мы боимся. Есть перваки вообще, которые отстраненные, им внеучебка вообще не нужна. Есть перваки, которые на волне со своими кураторами. У нас вот обычно такие психологи, либо клинические психологи, потому что они прям вот находят одну волну с ребятами, и вот они вот на ней вот так вот как бы ездят, грубо говоря. Вот, есть максимально активные ребята, которые я была на первом курсе. Как бы они вообще за все, за движ Париж, везде, всегда, и это прям очень прикольно. Дорогой первокурсник, ничего не бойся. Это самое главное. Не бойся проявлять себя.
Не бойся проявлять свои таланты и возможности. Приходи к нам, мы тебя всегда ждем с распростертыми объятиями. Ребята просто очень много на себя берут некоторые, и на самом деле мне тоже это говорили, о том, что ты много на себя берешь, ты делаешь не свою работу, не нужно так делать. Вот, ну, как бы для этого просто нужно на самом деле делегировать свои обязанности и каждому рассказывать его задачи и возможности. Вредный совет. Ходи без маски и без студенчества.